Музей мамонта – один из самых известных достопримечательностей Якутии. Более 80% мировых находок этих древних животных были сделаны в республике Саха. Музей мамонта был основан в 1991 году по инициативе первого якутского мамонтолога Петра Алексеевича Лазарева как научный и культурный центр по изучению мамонтовой фауны, среды ее обитания и пропаганды научных знаний. В 2011 году Музей мамонта в составе Института прикладной экологии Севера стал частью нового Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова. В прошлом году мы с Верхоянского района привезли целую тушу жеребенка древней лошади, которой 42 тысячи лет. Это самое древнее из замороженных останков и самое лучшее по сохранности. И вот недавно мы препарировали вместе с коллегами из других институтов, факультетов нашего Северо-Восточного федерального университета, из Якутской государственной сельхозакадемии привлекли специалистов, которые разбираются в лошадях. Института сельского хозяйства Сорасхан провели такой палеонтологический семинар и обнаружили в теле вот этого жеребенка древнего даже жидкую кровь. Про тушу жеребенка древней лошади писали такие мировые издания, как BBC и CNN. В общей сложности в коллекцию музея входят более 3200 экспонатов. Это и научные фонды, и выставочные экспонаты, которые представлены в этом зале. 28 экспонатов в данное время находятся на продолжительной выставке в Японии. Также стоит отметить, что в 2011-2013 годах специалисты музея провели мамонтовую выставку в городах Сеул и Кенджу в Корее. Мы каждый год выезжаем в экспедиции, в дальние экспедиции в северные районы, собираем весь палеонтологический материал, который мы находим, который нам дарят местные жители. Очень важно иметь научную коллекцию, не только то, что можно показать посетителям, да, который можно изучать, сравнивать. Кости, например, мамонтов с разных районов Якутии, других регионов России и других стран. Как отмечает директор музея мамонта Семен Григорьев, экспонаты не имеют четких расценок. Особенно бесценны те, у которых сохранились мягкие ткани. Люди узнают о музее из разных уголков мира и посещают его с большим интересом. Например, Наталья Геневец и Денис Назаренко переехали из города Хабаровска. Они поделились своими впечатлениями о музее. Нам посоветовали друзья, и хотелось бы ознакомиться с историей все-таки района, в который мы переехали, где мы живем, и увидеть это все вживую, нежели по фильмам, по рассказам, что вот были мамонты, посмотреть, как это действительно на скелет. Очень интересные экспонаты, в частности, очень зубы нам приглянулись. Большой интерес строения самого скелета вызывает. В целом интересно посмотреть на невероятные размеры этого животного, что он был такой величественный, и очень жалко, что они вымерли. Надеюсь, что все-таки в будущем, что мы застанем то время, когда они все-таки их ученые возродят. Музей мамонта имени Петра Алексеевича Лазарева уникален тем, что количество экспонатов мамонтовой фауны увеличивается с невероятной скоростью, а главное, источником добывания и центром научного знания древних животных является Якутия.